Во время ремонта в моем доме прораб вдруг появился на пороге, бледный, со сбившимся дыханием. Он прошептал: «Игорь Павлович, послушайте. Берите документы, деньги и уезжайте прямо сейчас. Только сыновьям пока ни слова». Я перевел взгляд на пролом в стене подвала, который он только что сделал, и ноги подо мной подкосились. Схватив старую кожаную куртку, я вышел из дома, который внезапно перестал быть моим. Меня зовут Игорь, и мне 63 года. 35 лет я прожил в этом доме, в тихом поселке под Казанью, с одной женщиной. Моя Марина умерла полгода назад. Онкология сгубила ее за несколько месяцев. Стремительно и беспощадно. Не было долгих прощаний. Она до последнего держалась молодцом. Командовала, раздавала указания, не давая никому раскисать. И ушла тихо, во сне, оставив после себя оглушительную, всепоглощающую тишину. Первые месяцы я существовал на автомате. Сыновья Сергей и Денис приезжали по выходным. Привозили продукты, разбирали бумаги, обсуждали будущее так, будто меня нет в комнате. Сергею 35, у него свой небольшой строительный бизнес. Денису 32, он юрист в солидной конторе. Оба унаследовали от Марины цепкий взгляд и уверенность в том, что они всегда знают, как правильно. И оба смотрели на меня с плохо скрываемой жалостью, как на старую вещь, которую нужно пристроить, но непонятно куда. Именно Сергей завел разговор о ремонте. «Пап, дом запускать нельзя», — сказал он, обводя взглядом гостиную, где все оставалось так, как было при Марине. «Мама...» Так в моей жизни появился Максим, прораб из фирмы Сергея. Мужчина лет 40, немногословный, с крепкими рабочими руками. Он не задавал лишних вопросов и не лез с сочувствием, за что я был ему благодарен. Ремонт начали в один из холодных октябрьских дней. Бригада Максима, по настоянию Сергея, первым делом взялась за подвал. «Там фундамент, отец. Если сырость пойдет, все труды на смарку», — авторитетно заявил сын. Первые недели я старался не мешать. Сверху доносился грохот перфораторов, визг болгарки, глухие мужские голоса. Я бродил по участку, перебирал в гараже старые снасти, сидел на кухне, глядя в окно на голые ветки вишни. Я думал о том, как Марина всегда держала этот дом в идеальном порядке, как она занималась всеми делами, освобождая меня для работы и моих немногочисленных увлечений. Она была центром нашей семьи, стержнем, на котором все держалось. По крайней мере, я так думал. Все изменилось в четверг. Я услышал, как Максим поднимается из подвала. Шаги его были быстрыми и какими-то сбивчивыми. Когда он вошел в кухню, на лбу его блестела испарина, а лицо было серым от бетонной пыли и чего-то еще. «Игорь Павлович», — голос его был хриплым, — «спуститесь, пожалуйста, нужно ваше присутствие». Я медленно пошел за ним, чувствуя, как ноют старые травмы. В 63 года тело уже не прощает былых нагрузок. В подвале пахло сыростью, землей
и озоном от работающего осушителя. Яркий свет прожектора бил в дальнюю стену, ту, что всегда была заставлена стеллажами с Мариниными соленьями и моими ящиками с инструментами. Стеллажи были отодвинуты, а в стене зиял свежий пролом. А потом одна коробка упала, раскрылась. Он кивнул на коробку, стоявшую особняком. Из нее вывалилась пачка писем, перевязанных аптечной резинкой. Я нагнулся, с трудом сгибая колени, чувствуя, как хрустнул позвоночник. Поднял верхний конверт. Адресован он был мне, Игорю Павловичу Соколову. Почерк был до боли знакомым. Почерк моего младшего брата Павла. Штемпель на марке гласил: апрель 1993 год. Мы с Павлом не общались почти 30 лет. После одной крупной ссоры, связанной с его женитьбой, которую Марина не одобрила, наше общение сошло на нет. Я всегда считал, что он обиделся, что я не занял его сторону, что мы оба хороши. Но я никогда не получал этого письма. Мои пальцы одеревенели, пока я рвал ветхий конверт. Бумага пахла пылью и забвением. «Игорь, здравствуй. Я звонил несколько раз, но Марина говорит, что ты то на рыбалке, то в командировке, то просто занят. Понимаю, у тебя своя жизнь. Просто хотел сказать, что отец слег. Сердце прихватило. Лежит в районной. Мать одна не справляется. Я знаю, что между нами пробежало, но это же отец. Позвони, брат. Хотя бы матери». Я закрыл глаза. Мой отец умер в 97-м. Я был на похоронах, но я никогда не знал, что он лежал в больнице до этого, что брат пытался до меня достучаться. «Там еще», — глухо сказал Максим, — «очень много. От него и не только. Целые пачки». Я заглянул в другую коробку. Письма от Павла, от моих армейских друзей, с которыми я якобы потерял связь. Приглашения на встречи выпускников, которые до меня не дошли. Даже несколько телеграмм. Все на мое имя. Ничто из этого я никогда не видел. Игорь Палыч. Голос Максима вывел меня из ступора. В его глазах был уже не... Отцу хуже. Не передавать. Лишние нервы. Это был архив. Журнал моей изоляции. Десятилетия чужого контроля, которые я принимал за заботу. Пол качнулся. Максим крепко взял меня под локоть. «Игорь Палыч, послушайте меня». Его голос стал тихим, но твердым, как сталь. «Берите самое необходимое и уезжайте из этого дома. Прямо сейчас. Не говорите ничего сыновьям. Еще не время. Просто уезжайте». «Куда? Зачем? Потому что если ваша жена делала это 30 лет, а вы и не подозревали», — Максим посмотрел мне прямо в глаза, — «то вряд ли она делала это в одиночку». Ледяное кольцо сжало мое сердце. «Коробки, они подписаны», — продолжал Максим, — «по годам. Кто-то поддерживал здесь порядок. И, Игорь Палыч, последние пометки сделаны несколько лет назад, когда ваши сыновья уже были взрослыми мужчинами, когда они постоянно бывали в этом доме и наверняка спускались в подвал». Мир вокруг меня рассыпался на куски. «Поезжайте в гостиницу», — сказал Максим. «Я помогу вынести коробки в машину. Вам нужно все это прочитать, понять, что на самом деле здесь творилось, а потом уже решать, как жить дальше». «Мои сыновья приедут в субботу», — просипел я. «Именно», — кивнул Максим. «Поэтому уехать вы должны сегодня». Номер в гостинице «Волна» был безликим и гудел старым холодильником. Идеальное место, чтобы исчезнуть. Я заплатил за 2 суток наличными, которые всегда держал дома на черный день. Марина смеялась над этой моей привычкой, называла пережитком 90-х. Оказалось, она была права. Черный день настал. Я привез с собой 4 самые полные коробки. Максим помог мне, работая молча и быстро,
его лицо было непроницаемым. «Держитесь, Палыч». Единственное, что он сказал, прежде чем я сел за руль своей старенькой Нивы. Теперь я разложил их по датам, пытаясь восстановить хронологию катастрофы. Первые письма, написанные после нашей ссоры, были полны растерянности и надежды. «Игорь, я не держу на тебя зла. Марина твоя жена. Ты должен был быть на ее стороне. Но мы же братья. Неужели мы позволим бабским ссорам разорвать нас навсегда?» Мать вся извелась. Я ему не ответил, потому что я никогда не читал этих строк. Потом пошли письма, полные тревоги, проблемы с сердцем у отца, о которых я узнал постфактум, когда все уже было позади. Мамина операция на суставах, после которой она долго не могла ходить. Павел писал, умолял приехать, просил помощи. Марина в это время говорила мне, что у родителей все нормально, возрастное, нечего паниковать. А потом я нашел письмо, в котором лежала фотография. С нее на меня смотрел улыбающийся Павел, а рядом с ним молодая женщина и крошечный сверток в одеяльце. «Брат, у меня сын родился, Антон. Посмотри, какой казак. Жаль, что ты не можешь разделить со мной эту радость. Я все еще надеюсь, что когда-нибудь ты познакомишься со своим племянником». Я уронил фотографию. Я не знал, что у меня есть племянник по имени Антон. А потом в письме, датированном 2 годами позже, была еще одна фотография. Еще один мальчик. Кирилл. 2 племянника, о существовании которых я даже не догадывался. К концу 90-х тон писем Павла изменился. Надежда ушла, осталась горькая обида и усталость. Последнее письмо было коротким, всего несколько строк, написанных на вырванном из блокнота листке. «Я сдаюсь, Игорь. Видимо, Марина оказалась права, и семья тебе больше не нужна. Я сделал все, что мог. Больше писать не буду». Но Витька не отдалялся. Он писал. Звал на встречи ветеранов нашего полка, присылал открытки. В одном из писем, длинном, написанном на 4 страницах, он рассказывал о своем тяжелом разводе. «Игорь, помнишь, как мы говорили, что своих не бросаем? Мне сейчас хреново, как никогда. Поговорить бы с кем-то, кто меня поймет, а ты молчишь. Марина сказала по телефону, что ты очень занят. Проект какой-то важный. Я все понимаю. Но неужели и полчаса для друга нет? Я никогда не слышал об этом звонке. Марина сказала, что Витька сильно пьет, и лучше с ним не связываться, чтобы не влипнуть в чужие проблемы. Я сидел на полу холодного гостиничного номера, и мир вокруг меня терял свои очертания. Это была не просто ложь, это была тотальная, всеобъемлющая блокада. Марина не просто ограждала меня от ненужных волнений, она методично, год за годом, отрезала все нити, связывавшие меня с моим прошлым, с моей собственной жизнью, оставляя только одну связь — с ней. Самое страшное ждало меня в 3-й коробке. В ней не было писем. Там лежали старые ежедневники Марины, толстые, в кожаных переплетах за 90-е и начало 2000-х. Сначала я видел только ее обычную жизнь. Записи о покупках, планы на неделю, дни рождения сыновей. А потом я начал замечать пометки на полях. Короткие, убористым почерком. Рядом с датой звонка Павла «И был дома», сказала «уехал». Защитить от стресса. Напротив дня рождения Витьки Семенова не напоминать пьянки плохое влияние.
Но настоящий удар ждал меня в ежедневнике за 2003 год. Я увидел знакомый почерк, но это была не рука Марины. Это был почерк Сергея. Ему тогда было 23 года. Мой собственный сын. Он был не просто в курсе. Он был ее инструментом. Он помогал ей дергать за ниточки. Вспомнились десятки случаев, когда Сергей или Денис говорили: «Пап, мама просила передать, что тебе лучше отдохнуть», или «Мама считает, что эта поездка тебя утомит». Я думал, это забота, а это был контроль. В кармане завибрировал телефон. На экране высветилось «Сергей». Я сглотнул ком в горле и ответил: «Пап, ты где? Максим сказал, ты уехал по делам. Что-то случилось?» Голос сына звучал, как всегда, спокойно и рассудительно. «Да, Сергей, дела», — ответил я, с удивлением слыша, каким чужим и металлическим стал мой собственный голос. «Но ты в порядке? Помощь не нужна? А то мы с Денисом волнуемся». Волнуются они. «Нет, помощь не нужна. Я сам справлюсь». «Хорошо. Тогда до субботы мы заедем, посмотрим, как там ремонт». «До субботы», — сказал я и повесил трубку. Я не плакал. Слезы казались чем-то неуместным, жалким. Внутри меня росла холодная свинцовая ярость. Ярость на Марину, которая превратила мою жизнь в спектакль, где я был единственным зрителем, не знавшим сценария. Ярость на сыновей, которые играли свои роли в этом спектакле, глядя мне в глаза и называя это заботой. И самая горькая ярость на самого себя, на того мягкого, доверчивого Игоря, который позволил превратить себя в послушную марионетку. Этот Игорь умер сегодня, здесь, в этом безликом номере на окраине города. Я не знал, кто родится на его месте. Но я точно знал одно — спектакль окончен. Знал ли я тогда, что за неделю до этой поездки она выбросила письмо от Павла с приглашением на свадьбу его свояченицы? Вот мы с сыновьями-подростками на даче, счастливая семья. Помнил ли Сергей, как за день до этого он по просьбе матери сказал моему другу, что я приболел и не смогу пойти навстречу? Я спустился в подвал. Коробки стояли там, где я их оставил, аккуратно составленные Максимом. Я вытащил несколько особенно обличительных писем и ежедневник Марины и положил их на старый верстак. Подготовил сцену. Сыновья приехали в субботу около полудня, как и договаривались. Вошли бодро по-деловому с пакетами из супермаркета. «Пап, привет! Ты как?» Сергей хлопнул меня по плечу. «А мы тут тебе поесть привезли, а то совсем исхудал, наверное». «Да, отец, выглядишь уставшим», — добавил Денис, ставя пакеты на стол. «Что за срочные дела у тебя были? Все в порядке?» Их забота, которая еще неделю назад казалась мне естественной, теперь вызывала физическое отвращение. «Все в порядке», — сказал я ровным голосом. «Пойдемте. Мне нужно вам кое-что показать». Недоумевая, они пошли за мной в подвал. Когда они увидели пролом в стене и аккуратно составленные коробки, их деловитость испарилась. На лицах проступила растерянность. «Это что еще такое?» — первым нарушил молчание Сергей. «Максим что-то натворил». «Максим кое-что нашел», — ответил я, подходя к верстаку.
То, что было спрятано 35 лет. Я взял первое письмо. Апрель 93-го года. Мой брат Павел пишет, что отец в больнице с сердцем. Просит приехать. Я посмотрел на сыновей. Их лица были напряжены. Я никогда... Мой лучший друг Витька пишет, что разводится, что ему нужна поддержка. Просит позвонить. Я не позвонил, потому что ваша мать сказала мне, что он спивается и тянет всех на дно. Сергей сглотнул. Денис смотрел в пол. «Пап, это дела давно минувших дней», — неуверенно начал Денис. «Зачем сейчас это ворошить? Мамы больше нет». «Да, ее нет», — прервал я его. «Но есть ее архив, и есть ее помощники». Я открыл ежедневник Марины на той самой странице, где была ее приписка к записи Сергея. «Вот, Сергей, твоя запись. А вот пометка твоей матери. Она просит тебя проследить, чтобы я не встретился со своим другом. Ты помнишь это?» Сергей побледнел. Я не помню. Я был молодой, мама что-то говорила, да. Я не придавал этому значения». «Не придавал значения?» Я впервые повысил голос. «Ты лгал мне в лицо по ее указке, и ты не придавал этому значения?» «Папа, мама хотела как лучше», — вдруг выпалил Денис. В его голосе зазвенели адвокатские нотки. «Она считала, что тебя нужно оберегать от волнений, от плохих компаний, от родственников, которые только создают проблемы». «Оберегать?» — я горько усмехнулся. «Это вы называете оберегать?» Она выстроила вокруг меня стену, отрезала от всех, кто был мне дорог, а вы были верными стражниками у ворот этой тюрьмы. «Это не так», — возмутился Сергей, обретая дар речи. «Мама была стержнем этой семьи. Она держала все на своих плечах, пока ты работал, пропадал на своей рыбалке. Она принимала все трудные решения, чтобы у нас, у тебя была спокойная жизнь. Да, может, где-то она перегибала палку, но она делала это ради семьи». «Ради какой семьи, Сергей? Семьи, в которой муж не знает о болезни отца, в которой и мама была в ней главной. Она знала, как правильно. Кто мы такие были, чтобы с ней спорить? Она была нашей матерью и твоей женой. Ты сам позволил ей принимать все решения». Последняя фраза ударила меня под дых. В чем-то он был прав. Я позволил. Я был слишком слеп, слишком удобен, слишком погружен в иллюзию идеального брака, где обо мне заботятся. «Да», — тихо сказал я, и в наступившей тишине мой голос прозвучал оглушительно. «Я позволил. Это моя вина. Но я был слеп, а вы были зрячими. Вы, двое взрослых мужчин, годами смотрели, как ваша мать калечит мою жизнь, и не сказали ни слова. Вы не просто молчали, вы помогали ей. Вы передавали ее ложь. Вы были ее руками и ее голосом». Я посмотрел на каждого из них. На Сергея, в чьих глазах я увидел не раскаяние, а упрямство. На Дениса, который уже подбирал в уме новые юридические формулировки для оправдания предательства. И я понял, что они — ее продолжение, продукты ее системы контроля. Они не видели и никогда не увидят всей чудовищности произошедшего. «Она не защищала меня», — сказал я, чеканя каждое слово. «Она посадила меня в тюрьму из заботы и любви, а вы были моими тюремщиками». Я глубоко вздохнул, чувствуя, как спадают последние оковы.
Я хочу, чтобы вы ушли». «Что?» — Сергей не поверил своим ушам. «Возьмите свои пакеты с едой и уходите из моего дома. Прямо сейчас». «Папа, ты не в себе», — начал Денис. «Ты наслушался этого прораба, начитался старых бумажек. Тебе нужно успокоиться. Мы поговорим позже. Мы больше не будем говорить». Впервые за 35 лет в этом доме я был по-настоящему один. И по-настоящему свободен. Ту ночь я провел в кресле в гостиной, не раздеваясь. Дом, казалось, затаил дыхание. Тишина больше не была гнетущей тишиной скорби. Это была оглушительная пустота, вакуум на месте вырванной с корнем жизни. Я не чувствовал ни злости, ни жалости к себе, только холодное ясное осознание того, что последние 35 лет я прожил в искусно созданной декорации. Утром вместе с первыми лучами слабого осеннего солнца пришло решение. Оно было простым и единственно верным. Мне нужно было найти Павла. Я сел за старый компьютер, который мы покупали еще для учебы сыновей. Пальцы, не привыкшие к клавиатуре, неуклюже тыкались в клавиши. Павел Павлович Соколов, Тверь. Несколько ссылок, упоминания в списке какой-то местной коллегии адвокатов. Номер телефона. Я смотрел на эти 11 цифр, и они казались мне кодом от двери, которую я боялся открывать 30 лет. Что я ему скажу? Как объяснить пропасть длиной в целую жизнь? Я налил себе стакан холодной воды, выпил залпом и нажал на вызов. Гудки шли долго, мучительно. Я уже был готов сбросить, когда в трубке раздался хрипловатый, незнакомый мужской голос. «Слушаю». «Павел?» — спросил я, и голос мой был мне чужим. «Да. А кто это?» В тоне была настороженность. «Это Игорь, твой брат». На том конце повисло молчание, такое плотное, что я слышал, как бьется мое собственное сердце. «Игорь?» — повторил он, и в голосе прорезалось недоверие. «Соколов? Надо же, что хотел. 30 лет не объявлялся». Обида, не выветрившаяся за десятилетия, сочилась из каждого слова. «Паш, я замялся, слова застревали. И я не стала полгода назад. А я только сейчас все узнал. Подожди», — прервал он меня. Голос его сел. «Ты хочешь сказать, ты ничего не получал?» «Ничего, Паша. Ни единого слова». Он выругался. Глухо, коротко, так, как ругаются, когда ударятся об угол. «Я приеду», — сказал он после долгой паузы. Голос его был твердым. «Завтра буду у тебя. Жди». Он повесил трубку, не дожидаясь ответа. Павел приехал на следующий день после обеда на большом внедорожнике, покрытом дорожной грязью. Когда он вышел из машины, я сначала его не узнал. Передо мной стоял седой, коренастый, хмурый мужчина с глубокими морщинами у глаз. Ничего не осталось от того долговязого, вечно улыбающегося парня, которого я помню. Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидел то же самое. Отражение времени, которое нас не пощадило. Мы не бросились друг другу в объятия. Он подошел, и мы пожали друг другу руки. Его ладонь была жесткой и сильной. Потом он неловко по-мужски хлопнул меня по плечу. «Здравствуй, брат», — сказал он. «Здравствуй», — ответил я. Я провел его в дом, на кухню. Мы молча сели за стол. Он смотрел на меня долго, изучающе. «А ты почти не изменился», — наконец сказал он. «Только постарел». «Ты тоже», — усмехнулся я. Потом я отвел его в подвал, показал пролом в стене, показал коробки.
Он молча брал в руки письма, которые сам же писал много лет назад. Читал записки Марины в ее ежедневниках. Его лицо темнело с каждой минутой. Когда он дошел до пометки «Не передавать лишние нервы» рядом с телеграммой об отце, он сжал кулаки так, что побелели костяшки. Вот же! Антону было уже 29. Он работал инженером на заводе. Кириллу 27. Он пытался заниматься бизнесом. У Антона уже был свой сын, мой внучатый племянник Мишка, которому исполнилось 4 года. Каждая деталь его рассказа была для меня ударом. Целая вселенная родных мне людей, которая существовала параллельно, в нескольких часах езды. «А твои?» — спросил он. «Сергей, Денис. Они что?» «Они знали», — сказал я и рассказал ему о разговоре в подвале. Павел долго молчал, глядя в окно на ночную тьму. «Она их сломала», — наконец сказал он. «Сделала своим продолжением. Не знаю, можно ли их в этом винить. А может, и нужно». Через 3 дня я поехал с ним в Тверь. Мне нужно было увидеть их всех. Я волновался, как мальчишка. Я был для них чужим человеком, почти предателем, который бросил их отца и деда. Дом Павла был полной противоположностью моему. Шумный, живой, немного хаотичный. Его жена Аня оказалась простой и очень сердечной женщиной. Она обняла меня так, словно мы виделись вчера. «Наконец-то!» — только и сказала она. Вечером приехали племянники с семьями. Антон серьезный, похожий на отца. Кирилл улыбчивый, весь в мать. Они смотрели на меня с любопытством, без тени осуждения. Мы сидели за большим столом, заставленным простой едой. Говорили о рыбалке, о машинах, о политике. Я рассказывал о своей работе на заводе, они о своей. Маленький Мишка сначала дичился, а потом принес мне, но все равно думал, пытался понять, почему. «Теперь ты знаешь», — сказал я. «Теперь знаю», — кивнул он. «Ну, что было, то прошло. Главное, что сейчас нашлись». Он протянул мне фляжку с коньяком, я сделал глоток, в груди разлилось тепло. Я не знал, что будет дальше с моими сыновьями, с моим домом, с моей жизнью, но в тот момент, сидя на холодном берегу рядом с братом, я впервые за много лет не чувствовал себя одиноким. Я был дома. Вернувшись из Твери в свой дом под Казанью, я ощутил почти физическое удушье. Тишина, которая раньше казалась мне привычной, теперь давила на уши. Стены, пропитанные ложью, смотрели на меня с немым укором. Я провел в этом доме 35 лет, но только сейчас понял, что никогда по-настоящему не был здесь хозяином. Я был лишь главным жильцом в пансионе имени моей жены. Решение пришло само собой, легко и окончательно. Я не мог здесь больше оставаться. На следующее утро я позвонил в первое попавшееся агентство недвижимости. В тот же день ко мне приехала деловитая женщина-риэлтор, которая быстро осмотрела дом и назвала впечатляющую сумму. «Дом хороший, крепкий», — сказала она.
Расположение отличное. Только подвал у вас в странном состоянии, с проломом в стене. Это надо будет либо заделать, либо как-то объяснить покупателям. «Объясним, как есть», — сказал я. Нашли клад из прошлого. Новость о продаже дома дошла до сыновей моментально. Вечером позвонил Сергей, его голос был напряженным. «Пап, мне риэлтор звонила. Просила контакты для уточнения каких-то деталей. Ты что, серьезно продаешь дом?» «Да, Сергей, серьезно». «Но почему? Ты с нами даже не посоветовался. Это же семейное гнездо. И если уж на то пошло, это серьезный актив. Давай мы с Денисом подключимся, найдем своего риэлтора, чтобы тебя не обманули. Ты же в этом ничего не понимаешь. Вот оно. Я снова был для них неразумным, слабым отцом, которого нужно контролировать ради его же блага. «Спасибо, не нужно», — отрезал я. «Я справлюсь. Это мое решение. И мой дом». Через час позвонил Денис. Он зашел с другой стороны. «Отец, я понимаю, ты обижен. Мы со Светой все обсудили. Мы признаем, что, возможно, стоило рассказать тебе раньше. Но продавать дом — это слишком радикально. Это как сжечь все мосты. Ты наказываешь не только нас, ты наказываешь себя. Лишаешь себя памяти о маме. Память о вашей маме, Денис, я теперь ношу в 4 картонных коробках», — сказал я. «И этой памяти мне хватит на всю оставшуюся жизнь. А дом — это просто стены. И эти стены меня больше не держат». Я продал дом через месяц. Купила молодая семья с 3 шумными детьми. Во время финального осмотра их младший сын с восторгом заглянул в подвал и закричал: «Мама, смотри, тут можно сделать тайную базу!» Я улыбнулся. Пусть у этого места начнется новая, честная история. Максим закончил работу за день до сделки. Он отказался от финальной части оплаты. «Это вам на новоселье, Игорь Палыч», — сказал он, пожимая мне руку. «Я рад, что у вас все наладилось». «Спасибо, Максим», — ответил я. «Не за работу. За то, что открыл мне глаза. Иногда достаточно просто сделать дыру в стене», — усмехнулся он. Через 2 недели я переехал в Тверь. Купил небольшую, но светлую двушку в тихом районе недалеко от дома Павла. Она была пустой, пахла свежей краской, и в этой пустоте была не тоска, а свобода. Я не устраивал пышного новоселья. В один из «Дядь Игорь, а отец говорит, у вас с Настей были какие-то особенные, еще дедовские». «Были», — кивнул я. «Я их с собой забрал. Можем в следующие выходные рвануть на рассвете, если хотите». «Конечно, хотим», — улыбнулся Кирилл. «Только мы тебя разбудим, ты с нами не проспишь». В то воскресенье в 4 часа утра мы сидели в лодке посреди реки, окутанной туманом. Было тихо, только изредка плескалась рыба. Мы почти не разговаривали, просто смотрели на поплавки, пили горячий чай из термоса и молчали. И это молчание было самым красноречивым разговором в моей жизни. Оно было наполнено не обидами и недосказанностью, а спокойным мужским пониманием. Сыновья больше не звонили. Я знал, что они обижены, растеряны. Они не понимали и, возможно, никогда не поймут моего поступка. Может быть, когда-нибудь, через много лет, когда у них у самих появятся внуки, они осознают ценность простых, честных отношений. Я не держал на них зла. Я чувствовал к ним что-то вроде горькой жалости. Солнце медленно поднималось над лесом, окрашивая туман в розовый цвет. Мой поплавок дернулся и резко ушел под воду. «Есть!» — выдохнул я, подсекая. Павел усмехнулся. «Ну,
«С почином, брат!» Я улыбнулся в ответ. В 63 года моя жизнь только начиналась, и это была моя жизнь, наконец-то.